Тепловые пункты как произведение искусств. В рамках фестиваля «Лето Якутия» первые изображения появились на объектах столицы. Где именно находится арт-объект и в чем смысл мурала, знает Юлия Великодная. Ноты объединят девушку и парня, изображенных возле музыкального училища. Задумку художников Самсона Атасыкова и Степана Данилова теперь увидит весь город. Теплопункт возле учебного заведения заиграет произведением, название которого пока остается в секрете. На самом деле вариант у нас был сразу один. Именно такое расположение, что девушка будет на одной стороне, а парень на другой, это мы сразу придумали, и поэтому эскиз и вариант был только один. Ноты пойдут от девушки вокруг и прямо к парню, что будет объединять их вместе. В эти минуты продолжается преображение теплопункта, который находится возле музыкального училища. Здесь есть еще один объект – горсвета. На него уже нанесено изображение, но его главное отличие этого рисунка от мурала в том, что он не согласован с администрацией города. Скорее всего, наносился в темное время суток и не несет никакой смысловой нагрузки. Именно поэтому, чтобы оставить свое произведение на объектах города и не нарушить закон, 12 участников подготовили свои проекты и ждали, когда идея воплотится в реальность. Но объекта всего 4, и поэтому лучшие начали работу над муралами. Из-за плохой погоды у нас был перерыв небольшой, где-то 2 дня. Мы собирались закончить побыстрее, уже все полностью. Единственный минус только в этом был. И думали, что сложнее будет, но оказалось нормально. Леса переставляли, все вроде легко идет. Краска стойкая, простоит 10 лет не меньше, заверяют ребята. Не страшны ливни и низкие температуры. В команде работает и Ксения Валеева. Девушка, рисуя на стене, думает о том, как бы еще украсить город. По нашему городу проходит очень много тепловых труб. И, к сожалению, мы от них никак не можем избавиться. Остается только одно – сделать достопримечательностью эти трубы. Мы думали о том, чтобы их расписать, и чтобы эти рисунки перекликались с рисунками, которые уже есть на зданиях. При этом, чтобы они были современные и перекликались с нашими национальными мотивами. Преображать в рамках фестиваля «Лето Якутия» начали и города республики. Иногда возникают трудности с высотной техникой, но эти проблемы решаются быстро. Подключаются добровольцы и предприниматели, делая шаг навстречу яркому городу. В Вилюйске тоже жители все активно включились в процесс. И Николай отдельно отметил помощь ребят из детского дома. И вся краска, которая осталась, там всегда остается что-то у художника. Николай передал ее ребятам из детского дома, которые активно хотят расписывать кто-то свои комнаты, кто-то что-то, какие-то объекты на территории детского дома. Муралы и инсталляции будут появляться вплоть до конца ноября. Арт-объекты уже преобразили здания в Удачном, в Вилюйске, Алекминске и Якутске. Юлия Великодная, Семен Семенов, Григорий Николаев, Якутск.